Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. Мы делаем расклад на короля на игральных картах на будущую неделю с 5 по 11 октября. Как обычно, перед вами три варианта. На выбор у нас камни розовый кварц, горный хрусталь и зеленый нефрит. И, конечно, три короля. Но я рекомендую все-таки не привязываться к внешности, а выбирать своего короля интуитивно. Какому королю, а лучше какому камню вас сегодня потянет ваша интуиция, то будет для вас верным вариантом. Если сегодня есть желание выбрать не один вариант, а больше, значит смотрим все, сколько вам хочется сегодня, и золотая середина будет для вас. Какое-то зерно из всех вариантов, которые вы просмотрите, сегодня будет для вас. Итак, три варианта на выбор. Выбирайте. Я перехожу к первому. Итак, первый вариант. Партнером назначила вам даму трифовую. Заходите вы в период с каким-то интересом, связанным с работой, с какими-то деловыми переговорами, разговорами, встречами, договорами, контрактами и каким-то общением, опять же, разговоры, переговоры с неким червовым королем. Также здесь были какие-то пустые хлопоты за ваши чаяния и надежды, и некий червовый король был к вам со своими любезностями. Также на работе решали, либо это какая-то просто ваша социальная жизнь, решали какие-то вопросы, связанные, опять же, с этим самым королем червовым. Он был к вам со своим интересом, и была у вас с ним встреча, свидание. Итак, первый вариант. Смотрим вас. На сердце у вас вы сами, разговоры с самим собой, под сердцем какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. В голове вы со своими любезностями к вашему партнеру, даме трифовой, и получили вы от нее какие-то новости, известия. В ногах у вас вы в ранней дороге, у вас было какое-то общение с неким, опять же, червовым королем. Он был к вам со своими хлопотами и со своими чаяниями и надеждами. Но так как это гадание онлайн, и у каждого своя ситуация, не могу не сказать, что может проиграться так, что некая дама червовая из вашего окружения была к вам со своими хлопотами. Все это было у вас в ранней дороге, либо есть сейчас в ранней дороге. Кто такая дама червовая? Это может быть кто угодно. Если это третье лицо в отношениях, то это она. Но вы об этом точно знаете, да, как складывается ваша личная жизнь. Если нет, то это кто угодно. Это мама, бабушка, подруга, какая-то родственница, коллега по работе. В общем, кто угодно. Либо просто какая-то дама, не знаю, где-нибудь в магазине, в транспорте, в самолете, неважно. Ну, в общем, она была к вам со своими хлопотами в ранней дороге, либо есть. Теперь сторона прошлого. Опять же, король червовый к вам со своим интересом. Был у вас с ним какой-то разговор, какая-то встреча, свидание. Если вы вхожи в его дом, то в его доме. А если никакого короля нет, так как я уже и сказала, есть дама червовая, то это она была к вам со своим интересом, была с ней встреча, свидание, опять же в ее доме. Если вы в ее дом не вхожи, просто нам туз червовый показывает, что вы с ней встречались, с ней виделись. Также у нас в прошлом вы были со своими хлопотами, и за себя со своими личными хлопотами, с какими-то пустыми хлопотами, либо здесь карты могут показать, что ваши хлопоты не принесли вам должного результата, который вы ожидали. Также здесь у нас в прошлом некий казенный король, и вы на него очень и очень прям сильно злились, на этого казенного короля. Чем-то он вам не угодил. Теперь сторона будущего. Ваш партнер, дама трифовая, к вам со своими любезностями, со своими чаяниями и надеждами. Через ее любезности вы можете получить какие-то новости, известия, сплетни неприятного, некрасивого характера, либо как-то будете на нее злиться и раздражаться. Но вот знаете, просто какое-то раздражение непонятное, и я думаю, что кратковременное. Также у нас в будущем, в ранней дороге, вы будете со своими чаяниями и надеждами к своему партнеру даме трифовой.
И в будущем у вас еще разговор большой, крупный, может быть какой-то решающий, опять же с дамой Трефовой, либо за ее интерес, либо через ее интерес у вас будет с ней разговор, либо выяснение отношений. И основная линия недельки, смотрите, опять же, встреча, свидание, разговоры с червовой мастью. У кого-то это король червовый, у кого-то это дама червовая. И, конечно же, встреча, свидание с вашим партнером дамой Трефовой. Либо эта встреча будет, ну, видимо, какая-то важная для вас, какой-то разговор, какая-то встреча с дамой Трефовой, либо ближе к концу недельки, либо будете с ней обсуждать общее будущее с ней, либо какую-то дальнюю дорогу, поездку, может быть, в отпуск, может быть, еще куда-то. Ну, в общем, будущее, либо дальняя дорога тоже на повестке этой недели будет. Итак, для вас ваш партнер дама Трефовая и червовая масть. У кого-то это король, у кого-то это дама со своим интересом и разговор с червовой мастью, либо с королем, либо с дамой. Для дома у вас злость и раздражение либо на дальнюю дорогу, либо на какое-то будущее. И злость и раздражение на, опять же, червовую даму, либо на чаяние и надежды червового короля. И, конечно, для дома еще какая-то дальняя дорога, либо совместное будущее, но вот связанное, может быть, с домом, с недвижимостью. На сердце вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя лично. На сердце вы содержите самого себя, разговоры с самим собой, собственные хлопоты. Видимо, есть какая-то очень сильно интересующая вас ситуация, которую вы никак не можете отпустить. Она для вас сейчас какая-то очень главная, очень решающая. Вы за нее переживаете, вы о ней думаете, вы ее постоянно содержите на сердце. Ситуация связана с вами, с вашей жизнью, с вашим будущим. Что было? Встреча, свидание с червовой мастью, либо с дамой, либо с королем червовым. И все это было в ранней дороге. Что будет? Ваш партнер дама Трефовая к вам со своим интересом. Вы от нее получаете какие-то новости, известия за ваши чаяния и надежды. Что будет на пороге? Вот вы будете со своими любезностями к даме Трефовой, к вашему партнеру. И почему-то будете еще злиться на свидание, на встрече с ней. Но, смотрите, если ваш партнер, дама Трефовая, например, практик, эзотерик, гадает на картах, занимается какими-то энергетическими практиками, то, скорее всего, она этим самым будет заниматься по вашей просьбе. И успокаивайтесь вы, как бы то ни было, хлопотами червовой масти, либо дамы червовой, либо короля червового. Но так как у нас на протяжении всех последних раскладок, да, кроме первой идет дама червовая, скорее всего, все-таки у большинства из вас эта дама червовая в вашей жизни присутствует. Поэтому успокаивайтесь вы хлопотами дамы червовой. Вот такой расклад у нас выпал для всех тех, кто выбрал вариант номер 1. Я вам желаю, конечно же, самое главное здоровья, любви. Берегите себя, любите себя, следите за своим здоровьем в наше, так сказать, нелегкое время. Самое главное. И это была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте свою обратную связь. Всех благодарю еще раз, что были со мной. Прощаюсь и перехожу к двоечкам. Итак, второй вариант. Смотрим вас. Вы были со своими любезностями. И некий король Трефовый был к вам со своими любезностями. В общем, у вас какие-то обоюдные любезности с этим королем Бубновым. Также некая дама червовая присутствует у вас. И вы были к ней со своим интересом в ранней дороге. И также получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя тоже вот совсем недавно. Кто такая дама червовая? Знаете только вы. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть одна, потому что партнером я вам назначила даму Бубновую. Если никакого третьего лица в отношениях нет, то это кто угодно: мама, сестра, подруга, коллега по работе, продавщица в магазине, операционист в банке, в общем, кто угодно. У каждого своя ситуация.
Итак, второй вариант. Теперь смотрим вас. На сердце вы содержите себя самого, под сердцем какие-то переживания, какие-то терзания. Сердечко ваше не на месте. В голове ваш партнер дама бубновая к вам со своими хлопотами, и некая червовая дама тоже к вам со своими хлопотами. В ногах у вас червовая дама со своими любезностями к вам, вы к ней со своими хлопотами и тоже со своими любезностями. Плюс будете хлопотать, либо уже хлопочете за себя, за какие-то свои интересы в ногах. Не только интересы дамы бубновой вас интересуют, но еще и свои. Что было? Ваш партнер дама бубновая была к вам со своими чаяниями и надеждами. И дама червовая тоже в прошлом, и вы к ней со своим интересом. Также дама червовая в прошлом была к вам со своим интересом, и через ее интерес вы получили какие-то новости, какие-то, не знаю, может быть, документы важные для вас. Также в прошлом у вас встреча, свидание с дамой червовой, и в ранней дороге тоже встреча, свидание с дамой бубновой, с вашим партнером. Что будет? Вы, ваш дом, в ранней дороге дама червовая. Если она вхожа в ваш дом, то она приедет к вам в гости. Если нет, то просто в ранней дороге будет какая-то встреча, свидание, видимо, разговоры, ну, какие-то контакты. У каждого это будет свой вариант. У кого-то звонок, у кого-то смс-сообщение, неважно, у кого-то встреча путем каких-то соцсетей, мессенджеров, да, аудио-видеозвонки сюда же. И плюс в ранней дороге через даму червовую вы получаете какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Это у нас уже, как я уже и сказала, да, будущее. Также у нас в будущем ваш партнер дама бубновая, и какие-то пустые хлопоты, связанные с дамой бубновой, либо вы даму бубновую ставите для себя пусто. Ну, есть она и есть. Сильно за нее как-то не переживайте. Также у нас в будущем некий казенный король и встреча, свидание с дамой бубновой, и встреча, свидание, конечно же, с этим самым казенным королем. Если у дамы бубновой, у вашего партнера есть какой-то свой бизнес, блог, я не знаю, канал, какое-то свое дело, увлечение, да, может быть, страница социальная, какая-то страница в Инстаграме, то здесь она будет к вам с этим своим делом, неважно с каким, видимо, какой-то совет, либо что-то у вас будет какой-то помощи просить. И основная линия недельки. Дама бубновая к вам со своим интересом, а вы почему-то раздражаетесь, будете злиться на нее, будет у вас какой-то разговор, скандал, выяснение отношений и ссора. Вполне может случиться у вас с вашим партнером дамой бубновой. Итак, для вас обоюдный интерес ваш и некой дамы червовой, и сама дама червовая собственной персоной. Вот по этим картам, по этой триаде хочется сказать, и очень часто проигрывается, все-таки это страсть, секс, интим. Поэтому здесь у многих может проиграться так, что все-таки эта дама червовая, это третье лицо в отношениях. Кому интересно расклады на любовные треугольники и вообще расклады в отношениях, да, где больше, чем двое, есть специальный плейлист, обратите внимание, кому интересно, посмотрите. И вот здесь, как я уже сказала, да, интим, близость может быть, страсть, секс с дамой бубновой. Для дома у вас как-то будете раздражаться, злиться на хлопоты дамы червовой, она будет к вам со своими хлопотами, дам в вашем доме, и вы будете к ней со своими любезностями. На сердце вы содержите какие-то пустые хлопоты, и дама бубновая, все-таки я назначала ее вашим партнером, но как-то вы, видимо, ее для себя с одной стороны и пусто ставите, с другой стороны все-таки этот человек для вас не чужой, на сердце вы ее содержите, все равно за нее переживаете, за нее и за ее чаяния и надежды, прошу прощения. Что было? Дама бубновая, ваш партнер была к вам со своим интересом и хлопотала к вам. И смотрите, скорее всего, здесь дама бубновая, ваш партнер в курсе, что есть третье лицо в отношениях. И здесь она могла в прошлом как-то
мониторить, изучать, искать, кто же такая дама червовая, судя по всему, вот по вот этой триаде карт. Что будет? Будете переживать, как-то опять же сердце будет не на месте. Либо это будет плохое самочувствие, недомогание, плюс вы будете со своими хлопотами к даме червовой, и будет через ваши хлопоты с ней у вас свидание. Что будет на пороге? Вот-вот разговор будет с дамой бубновой, и в ранней дороге от дамы червовой вы получаете какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. И успокаиваетесь вы все-таки разговором, скандалом, опять же, выяснением отношений со своим партнером, так сказать, официальным, сегодняшним дамой бубновой. Если никакого третьего лица в отношениях нет, дама червовая — это ваша родственница, сестра, подруга, коллега по работе, то здесь на сердце вы содержите опять же ее интересы, ее саму, и она как-то за вас хлопочет, и вы тоже к ней так благосклонно, да, любовно настроены. У вас с ней встреча, у вас с ней свидания, у вас с ней разговоры, но вот со своим партнером официальным все-таки отношения на этой недельке будут натянутыми, если подводить итог всего расклада. Как-то вот атмосфера будет такая колючая, неспокойная в отношениях. Вот такой расклад для вас, двоечки. Я вам желаю, самое главное, конечно, здоровья в нашей сегодняшней ситуации мировой. Следите за собой, любите себя, берегите себя. Всего вам самого наилучшего, любви, благополучия, процветания. Это была Старта Сантия. Всех благодарю еще раз, что были со мной. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся. Всем до встречи. Итак, троечки, милые мои дорогие, теперь смотрим вас. Партнером я вам назначила даму Трифову. Заходите вы в период ранней дороги, у вас были какие-то совместные, видимо, поездки с вашим партнером дамой Трифовой. И получили вы от дамы Трифовой какие-то новости, какие-то известия, но и в то же время злились и раздражались вы на даму Трифовую. Также у вас был разговор, видимо, за какие-то деньги, за какие-то финансы, но такие небольшие суммы. Но разговор был такой важный, решающий, видимо, для вас, дорогие мои. Итак, третий вариант. Смотрим вас. И на сердце вы содержите жизнь, свидание с вашим партнером дамы Трифовой. Под сердцем любовь, любезности вашего партнера дамы Трифовой. В голове некая дама бубновая. Кто такая? Если третье лицо в отношениях, то она. Ну а вы об этом точно знаете. А если нет, то кто угодно. Мама, сестра, подруга, коллега по работе, сотрудник банка, какой-нибудь юрист, нотариус и так далее и тому подобное. В общем, в голове вы содержите даму бубновую. Она к вам со своим интересом, со своими любезностями, со своими переживаниями, видимо, метаниями. В то же время вы о ней переживаете, терзаетесь. Еще какой момент здесь может быть? Тут какие-то переживания за деньги, за какие-то большие и малые суммы денег, либо за какие-то финансовые документы в ногах. Злитесь очень-очень-очень сильно, очень-очень сильно на хлопоты дамы бубновой. Что было? Был разговор с дамой бубновой, вы были к ней со своими любезностями, и также были вы со своими любезностями к вашему партнеру даме Трифовой. Также в прошлом у вас был разговор с дамой Трифовой, касался он либо дальней дороги, либо вашего совместного будущего, и получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя, дорогие мои троечки. Но как-то раздражались и злились на этот самый интерес, хотя он для вас и является очень важным и каким-то соблазнительным, так можно сказать. Что будет? Опять же, какие-то ранние дороги, кратковременные, небольшие, недалекие поездки с вашим партнером дамой Трифовой. Какие-то, может быть, бытовые поездки, но многочисленные. И если вы совместно проживаете, то эти поездки будут касаться вашего дома, недвижимости. Ну, может быть, вы делаете ремонт, либо как-то обустраиваете, да, наводите уют у себя дома, и вот будете, видимо, ездить совместно, что-то там покупать, ремонтировать, делать и так далее и тому подобное. Также у нас в будущем дама бубновая. Через даму бубновую вы получаете какие-то новости, какие-то известия.
И дама трефовая, ваш партнер, вы к ней настроены весьма-весьма благосклонно и благородно. Ставите ее для себя. В общем, этот человек для вас очень важен и очень нужен. Ваш партнер, то есть. И также здесь может быть у некоторых проиграется, что некий казенный король. Адвокат, нотариус, врач, юрист, в общем, кто угодно тоже в будущем может быть. И основная линия недельки у вас, смотрите, разговоры, переговоры с вашим партнером дамой Бубновой. Вы к ней со своими чаяниями и надеждами, она к вам со своими хлопотами. И также здесь встреча, свидание с дамой Бубновой. На этой недельке тоже может быть. Итак, для вас ваш партнер дама, прошу прощения, трефовая, конечно же. От нее получаете какие-то новости, известия. И дама Бубновая тоже собственной персоной. Для дома здесь у вас опять же разговоры и переговоры с вашим партнером дамой трефовой. И опять же эти самые многочисленные недалекие, я имею в виду на короткие расстояния, поездки с дамой трефовой, с вашим партнером. На сердце вы содержите злость, раздражение, на любезности дамы Бубновой и свои чаяния и надежды. Что было? Ваш партнер дама трефовая была к вам со своими хлопотами, был у вас с ней разговор, и вы были к ней со своими любезностями. Что будет? Опять же, дама трефовая, ваш партнер к вам со своими любезностями. Будет у вас с ней встреча, свидание, либо, в общем-то, совместная жизнь. И тут вопросы, связанные с финансами, с деньгами, с какими-то достаточно большими, крупными суммами денег. И, конечно же, дама Бубновая в будущем тоже здесь к вам со своим интересом. На пороге что будет вот-вот? Собственно, дама трефовая, ваш партнер собственной персоной, некий казенный король. Будете злиться, раздражаться на некого казенного короля, либо от казенного короля получаете какие-то новости, известия, сплетни такого неприятного, некрасивого характера. Плюс, что может быть, если опять же у дамы Бубновой есть какой-то свое дело, блог, ИП, ТРИО, в общем-то, все что угодно, да, это бизнес-вумен, то будете раздражаться, злиться, видимо, на то, что она много работает, либо много времени посвящает именно работе, своему делу, блогу, каналу и так далее и тому подобное. Успокаивайтесь вы какими-то переживаниями, связанными либо с дальней дорогой, либо с вашим будущим, дорогие мои троечки. Вот такой вариант у нас для вас. Я желаю вам, конечно же, самое главное здоровье. В наше, увы, такое неспокойное, нестабильное время, да, и, конечно же, любви, гармонии, процветания, благополучия. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе. Самое главное, конечно, берегите, любите. Опять же, да, следите за своей безопасностью, связанные со здоровьем. Это была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех была рада, надеюсь, увидеть, услышать ваши комментарии. Всем до встречи, до свидания.